Судебные приставы установили рекорд. Впервые за 24 года в прошлом году удалось взыскать в Башкортостане более 18 миллиардов рублей задолженности с юридических и физических лиц. Обсудим предварительные итоги прошлого года вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами главный судебный пристав по Республике Башкортостан Ильнур Махмутов. Ильнур Анварович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Предварительные итоги 2021 года, какие они? Действительно, мы поставили рекорд, 18 миллиардов рублей взыскано задолженность, но это объясняется в том числе тем, что за 2020 год были приняты очень серьезные меры по поддержке населения и экономики. Соответственно, какая-то часть исполнительных производств просто не предъявлялась. Соответственно, в этот период действовал мораторий так называемый. И за счет поступления новых документов, за счет повышения эффективности нашей работы, нам удалось взыскать эту сумму денег. Из них 4 миллиарда, более 4 миллиардов рублей – это пополнение бюджета Российской Федерации всех уровней, начиная от муниципальных до федерального бюджета. А остальные 14 миллиардов – это взысканные средства в пользу физических и юридических лиц нашей республики. Чаще всего кто нарушители? Давайте отдельно по юрлицам и по физлицам, вот по картине прошлого года. Чаще всего в должниках по исполнопроизводствам проходят физические лица, особенно характерно для таких долгов, как неплатежи, не вовремя оплаченные штрафы по нарушениям правил дорожного движения. Затем идут, конечно же, это имущественные налоги, взыскание задолженности по услугам ЖКХ. Необходимо отметить, что первый раз за последние 5 лет мы отмечаем хотя бы небольшое, но все-таки снижение количества производств о взыскании задолженности по кредитным платежам. В сравнении с даже 2019 годом, когда не действовали эти соответствующие каникулы, моратории и так далее, мы видим снижение по сумме предъявленных новых документов по кредиторской задолженности почти на 14%. Это как удалось добиться? Но это поступление новых документов, это не наши заслуги, это получается так, что поступает меньше документов на взыскание на кредитов с населения. Угу. Арест имущества. Как часто применяется эта мера, да, и как в дальнейшем судебные приставы реализуют вот это арестованное имущество? В последние 3 года постепенно меняем подход к обращению взыскания на имущество наших должников. Как правило, обращает взыскание на имущество, которое определенную ценность не имеет, соответственно, оно торгуется через электронные площадки. И за счет вот этих улучшений, за счет объема мы арестовали порядка 16 тысяч арестов, наложили за прошлый год на сумму почти 16 миллиардов рублей. За счет вот этих действий, за счет повышения эффективности работы с родственным имуществом, нам удалось взыскать только за счет реализации почти 750 миллионов рублей. Если посчитать сумму, которая получена в результате передачи имущества нереализованного нашим взыскателям, эта сумма перевалила почти 1,1 миллиарда рублей. В целом, за счет реализации имущества нашим взыскателям взыскана сумма больше 1,8 миллиардов рублей. Как оцениваете этот показатель? Это очень хороший показатель, это тоже соответствующий рекорд за существование нашего управления. Но еще раз подчеркну, это благодаря тому, что наша реализация проходит через электронные площадки. Мы увеличиваем количество потенциальных покупателей. Мы сделали эту процедуру совместно с нашим Росимуществом открытой, прозрачной, конкурентной. Соответственно, за счет этого поступает больше предложений, есть большая вероятность того, что имущество будет продано по более высокой цене. Большая сфера – это деятельность коллекторов, которую также контролирует Федеральная служба судебных приставов. Дайте, пожалуйста, оценку вот этой части работы, да, плюс меры взыскания, насколько часто применялись они, может быть, есть организации, у которых отозваны лицензии и так далее. На нашей территории пока еще работало до конца прошлого года 4 официальные организации, которые занимались профессиональной деятельностью по взысканию задолженности, и 35 филиалов иных организаций, которые дислоцируют с других субъектов Российской Федерации. Нам постепенно, все-таки больше поступает жалоб по обращению. Это, во-первых, естественно, наша работа разъяснения населению их прав и обязанностей, каким образом действует при поступлении определенных звонков. То есть человек уже, гражданин уже понимает, что там если звонки какие-то есть, они могут обратиться в наш адрес, обращаются в наш адрес, соответственно, мы эту информацию фиксируем и считаем в нашей статистике. За прошлый год поступило порядка 800 таких обращений. Подтверждено нарушение прав наших граждан и интересов наших граждан в рамках 101 обращения, соответственно, возбуждены административные дела. И нарушители, как правило, нарушения касаются таких нарушений, как излишние звонки, направление каких-то уведомлений, иногда психологическое давление. В этой ситуации мы возбудили более сотни таких административных дел, и сумма наложенных штрафов составила порядка 4,5 миллиона рублей. Кроме того, у нас есть полномочия по исключению этих недобросовестных субъектов из реестра, госреестра, который запрещает, соответственно, последующим работать по взысканию задолженности. Благодаря этой работе мы в прошлом году исключили из реестра ООО «Династия», который неоднократно нарушал требования законодательства в этой сфере, и больше, соответственно, эта организация не имеет права работать на этом рынке. В чем заключалась недобросовестность действий? Во-первых, несдача соответствующих отчетов, нарушение взаимодействия с населением. То есть это неоднократные нарушения, которые подтверждены решением судов о наложении на них административных взысканий. Угу.
Мы понимаем, что сейчас уже Новый год начался, будут новые правила и нормы. Расскажите, пожалуйста, вот ту часть, которая касается судебных приставов. Очень серьезно изменилось законодательство, которое определенным способом защищает интересы наших граждан. Первое изменение еще было введено в прошлом году, оно вступает в силу 1 числа, вступило в законную силу. Это определенная помощь нашим гражданам, которые имеют право на определенные субсидии по оплате услуг ЖКХ. Если ранее действовала норма, которая делала невозможным оказать помощь населению при наличии задолженности по услугам ЖКХ, то с 1 января этого года, в соответствии с 159 статьей Жилищного кодекса, для получения субсидий достаточно не иметь судебной задолженности. Что это означает? Если человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, имеющий доходы ниже прожиточного минимума, по оплате вот этих услуг по ЖКХ имеет право на субсидию при условии, что он погасит задолженность судебную, то есть исполнительное производство. Если наши граждане, которые имеют на текущий момент неисполненное судебное решение, погасить этот долг, соответственно, они могут через госуслуги, через МФЦ оформить соответствующую субсидию, и государство будет оказывать им соответствующую помощь для оплаты этих услуг ЖКХ. Это с 1 января этого года действует это правило. Второе правило очень существенно помогает нашим должникам, в том числе без определения каких-то категорий. Это касается всех категорий наших должников. Это закон, который вступает в силу 1 февраля этого года, с номером 234 федеральный закон. Он обязывает и нашу службу, организации, банковские структуры в обязательном порядке оставлять за гражданином сумму прожиточного минимума. Он установлен в Российской Федерации на уровне 13 тысяч рублей. То есть при любом развитии событий, если у должника имеется какой-то долг, исполнительное производство, за ним должен быть сохранен этот минимальный заработок, минимальный размер в размере 13 тысяч рублей. Но это определенный порядок. То есть для этого необходимо, соответственно, подать заявление в нашу службу. И это правило устанавливается на основании постановления судебного исполнителя, который он направляет в адрес либо банковской структуры, либо организации, которая держит место получения дохода. Но это право не относится к той ситуации, когда должник обязан оплатить алименты, задолженность по алиментам, либо возмещает ущерб, причиненный преступлением, или ущерб, причиненный здоровью и жизни потерпевшего. В этой ситуации это право не действует. Какой эффект ожидаете от этих нововведений? Вот первое нововведение, оно, естественно, поможет населению где-то разобраться с долгами по линии ЖКХ. Хорошую помощь окажет населению в этой категории. А второй нормативный акт, второй закон, который сейчас вступает в силу, позволит должникам, которые имеют небольшие доходы, скажем так, имеющие большие проблемы по взысканию, по оплате своих судебных решений, в какой-то степени сохранить за собой суммы, которые позволят им, соответственно, там жить. Это правило вступает в силу 1 числа. Мы будем проводить определенную работу с населением, но уже сейчас можно наверное, посчитать свои возможности. Если есть какие-то вопросы, обратиться в нашу службу. Даже если вы сомневаетесь, отправить это ходатайство, его можно отправить в том числе через единый портал госуслуг. Это удобная система. И таким способом в какой-то степени облегчить для себя, соответственно, положение и спокойно оплачивать оставшийся долг, исходя из оставшейся суммы своего заработка или дохода. Вы сказали по второй части, что необходимо подать заявление. В какой срок будет рассмотрено это заявление и какой пакет документов нужно прикрепить? Подача заявления через единый портал госуслуг рассматривается в течение 10 рабочих дней. Можно уже сейчас, наверное, подавать? Подавать уже сейчас нецелесообразно, так как этот закон вступает в силу только 1 февраля. После 1 февраля мы готовы будем принимать эти заявления, соответственно, их рассматривать в течение 10 дней. Есть один нюанс, который необходимо, кстати, отметить. Он касается только заработка или доходов непосредственно должника. Если должник желает оставить такой же минимум, соответственно, со своими членами семьи, которые находятся у него на иждивении, в этой ситуации необходимо обращаться в суд. То же самое, такая же процедура, однако решение в этой ситуации принимается судом. Те же самые сроки, решение суда выносится без извещения сторон, самостоятельно на основании тех документов, которые представлены нашим заявителям. Пакет документов довольно-таки простой. Это справка о заработной плате, соответственно, само заявление в электронном формате, отправляемое в наш адрес. На основании этих документов можно будет принять решение об удовлетворении либо отказе удовлетворения вашего ходатайства. 2022 год. Какие основные вызовы видят судебные приставы, и какие планы ставите перед ведомством? Перед нами, естественно, стоит дальнейшая задача по цифровой трансформации. Мы будем переходить постепенно к полному электронному документообороту.
Соответствующий федеральный закон уже, соответственно, принят, он вступит в законную силу через 6 месяцев. Давайте объясним обывателям, как это будет все работать. Значит, что большая часть наших документов будет формироваться в автоматическом режиме. Те, которые не требуют процессуального решения стороны должностного лица, они будут вноситься от имени Федеральной службы судебных приставов. Это вот такая глобальная работа, которую нам предстоит провести через полгода. Но вторая задача, естественно, обеспечивать защиту интересов наших граждан, в первую очередь, естественно, всех наших сторон исполнительного производства, обеспечение безопасности наших судов, учитывая, что мы до сих пор работаем и учитываем существующую угрозу коронавирусной инфекции. Ильнур Анварович, и по приему граждан действуют ли ограничения до сих пор, да, и вот когда, думаете, можно будет ожидать их снятия? Ограничений как такового мы уже не используем там с прошлого года. На самом деле это не ограничение, это просто порядок приема, порядок записи на прием. Мы не можем обойтись без этого условия, так как при одновременном поступлении к нам большого количества людей, соответственно, невозможно обеспечить вот эти требования по санитарно-эпидемиологическому благополучию. Соответственно, мы до сих пор используем способ предварительной записи. Обязательно рекомендуем нашим гражданам все-таки использовать более простой, удобный способ разрешения всех вопросов через единый портал госуслуг, либо обращаться в наш колл-центр для решения оперативных вопросов. Еще один вопрос успеваем обсудить. Алименты. Неплатежи по этой части. Какие показатели здесь? Мы в сравнении с прошлым годом все-таки даже с позапрошлым годом, до коронавирусным периодом, смогли увеличить нашу, скажем так, нагрузку, определенное внимание этой категории исполнительных производств и добились сокращения остатка этих исполнительных производств. Взыскано в общей сумме более 500 миллионов рублей задолженности по алиментам. Это намного больше, чем это было годом ранее. Ну и кроме того, к сожалению, в отношении тех граждан, которые не приступили к оплате алиментов, мы были вынуждены возбудить порядка 3,6 тысяч административных и почти 1600 уголовных дел. Это позволило как раз добиться этих результатов. Сокращение количества неплательщиков по алиментам, во-первых. Во-вторых, увеличение взысканной суммы. Ситуация в этой части стоит на контроле. Спасибо большое, Ильнур Анварович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был главный судебный пристав по Башкортостану Ильнур Махмутов. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.